день, дорогие друзья! Мы находимся с вами в Национальной библиотеке Республики Коми в отделе литературы по искусству. В преддверии Дня Арктики мы пригласили к себе в гости с лекцией главного хранителя Национальной галереи Республики Коми Антонину Романовну Онишко. И она нам расскажет о своих научных изысканиях. Добрый день всем! Я хотела бы рассказать немножко сегодня об искусстве Баренцево-Евроарктического региона. Это очень интересная тема, связанная не только с историей, культурой и постсоветским искусством Арктики, но еще и с нашим регионом, с Республикой Коми. Для начала разберемся, что такое Баренцев-Евроарктический регион. Это искусственное политическое образование, которое объединило приграничные регионы североевропейских стран и северо-запада России, сконцентрированные в арктической зоне. В разные годы состав этого политического образования менялся. К примеру, Республика Коми вошла в него только в 2002 году. Причина, почему мы сегодня говорим об искусстве этого региона, кроется в взаимообмене и взаимовлиянии художественных течений, веяний и взаимного общения. Так, еще в первом и основном документе Киркенесской декларации, подписанной 11 января 1993 года, которая положила основу международному сотрудничеству в регионе, сразу постулировалось о важности культурного взаимодействия и налаживания культурных связей для создания благоприятной среды и добрососедских отношений. Это буквальная цитата. Так, согласно декларации, выделялась важность студенческого и молодежного обмена в сфере спорта и культуры и создания культурных центров наподобие Поморского культурного центра. Но одно дело документы, коммюнике и декларации, которые носят официальный характер. Другое дело это реальные проекты и последствия, которые они оказывают на культурную жизнь регионов. Да, и визуально произведения искусства, созданные на территории региона, намного ближе друг к другу, чем искусство Москвы и Питера к сегодняшнему Сыктывкару, Мурманску и Архангельску. Я впервые задумалась о важности взаимовлияния, когда в рамках одного из культурных ознакомительных путешествий мы посетили креативный бизнес-инкубатор, где базировались Laser Unicorns в Умео, Швеция, силами которой при местной поддержке был создан нашумевший кинопроект «Кунг Фьюри». Впоследствии этот проект получил широкую международную известность и признание. Кстати говоря, в ноябре этого года выходит продолжение этого фильма уже с голливудским участием, а в касте актеров заявлен Арнольд Шварценеггер. А все начиналось с небольшого коворкинга в инкубаторе для креативных индустрий в небольшом северном шведском городке. Это яркий пример успешного северного проекта, рожденного и воплощенного силами местного сообщества. Земля Баренцево-Евроарктического региона полна талантливыми людьми, но если задаться вопросом, что такое в сущности искусство Баренцево-Евроарктического региона, это искусство, которое создано художниками на этих территориях, или все же искусство, создано художниками, приехавшими на эти территории, вдохновившимся их своеобразием. Я же для себя выделила, что скорее искусство художников, связанных с территориями и культурными ландшафтами региона и поддержанное Баренц-сообществом. Это искусство, которое развивает наши общие идеи и самоидентификацию. Баренц-Евроарктический регион характеризуется богатым культурным разнообразием. Развитие культурной жизни способствует социальному и экономическому развитию в регионе. Достижение культурного Баренц-сотрудничества ощутимо не только внутри, но и распространяются по всей Европе, способствует повышению интереса к региону, а за культурное сотрудничество в Баренц-Евроарктическом регионе отвечает Комитет по культуре региона. В 2001 году Комитет по культуре был преобразован в региональную рабочую группу по культуре, основываясь на рекомендациях конференций в 1993 году, в Архангельске в 1998 году и в Оулу в 2002 году. Рабочая группа определила цели культурного сотрудничества. Согласно официальному докладу о культурном сотрудничестве в Баренц-регионе к 2001 году был осуществлен 401 крупный культурный проект. Так как большинство трансграничных проектов носит характер people to people, от человека к человеку, поэтому я немного расскажу о конкретных людях,
художниках, кураторах, арт-менеджерах, работающих с северным сотрудничеством в области культуры и его специфическими чертами. В такие черты можно выделить, например, высокую мобильность людей культуры и искусства, способность перемещаться в рамках региона, несмотря на границы и политическую ситуацию. Для многих художников и культурных деятелей самоидентификация происходит через рефлексию культурного наследия, отношения с окружающей средой и осознанием общих проблем на севере, таких как суровые климатические условия, отток населения на юг и экология, в совокупности с освоением крупных индустриальных производств. Осмысление севера, несмотря на границы и исторический контекст, остается важной вехой для этого искусства. Например, в 2014 году в Мурманске состоялся фестиваль «Биарт», организованный совместно с конференцией Call Arctic. Помимо перформативной части, на суд публики была организована выставка, включающая в себя изобразительное искусство молодых художников региона. В этой выставке, помимо прочих работ, был представлен перформанс Дарьи Орловой «Молодой айсберг современности разбивается о ковер соцреализма». Она в течение 4 часов провела под конструкцией импровизированного айсберга из проволоки и полиэтилена. Этот перформанс демонстрировал отрешенность в условиях недостатка кислорода и ограниченного движения, метафорично изображая конфликт поколений на севере. В феврале 2018 года, освоив полузаброшенное пространство в городе Мурманске на улице Софьи Перовской, это в центре, Дарья создала проект «Самосвал на реке». Самосвал на реке – это самодельное, импровизационное, трансформирующееся пространство, которое нашло продолжение в других проектах художницы и поныне работающей с этой темой. В 2019 году ей был создан проект «Город-арт-курорт Мурманск». Это выставка и перформанс, в которой Дарья была художником, куратором и экскурсоводом, где в конце экскурсии она открывала гостям, что несмотря на стилистическое разнообразие и этикетаж выставки, она является автором всех предметов. Таким образом, она размышляла об отдаленности севера от номинальных культурных центров. Мария Михаленко, Дмитрий Новицкий и Вероника Волокжанникова – мурманские художники, члены Мурманского отделения Союза художников. Мария Михаленко – председатель Союза художников. Они создают проекты по обе стороны границы. Если в Мурманске это более институциональные работы, то, например, в Норвегии это инсталляции и произведения, близкие по духу к актуальному искусству. Эти художники были представлены в арт-резиденциях по обе стороны границы, и нужно сказать, что Новицкий и Волокжанникова принимали участие в 2 пленэрах и в нашей республике тоже. Там же на выставке «Биарт» в Мурманске небольшая часть экспозиции была отдана презентации фестиваля Тайбола. Это нашумевший проект, который с годами трансформировался из экологического музыкального арт-фестиваля в художественную команду сборной Тайболы, которая проводит мероприятия и строит арт-объекты не только на территории Поморья и России. В качестве примера можно взять «Змея», представленного на фестивале «Аркстояние» Никола Ленивец. Но и один из самых крупных проектов – это скульптура «Дракар Левиафан» в Вардио в Норвегии, созданная в 2016 году во время Поморского фестиваля. Команда Тайболы часто принимает участие в другом, самом масштабном фестивале в регионе Киркенесском Баренц-спектакле. Обычно он проходит в начале февраля ежегодно. Это не авторы этого человечка Баренца, шагающего вперед. Как раз в эти дни, с 23 по 27 февраля, проходит 18-й по счету фестиваль «Баренц-спектакль», который частично будет представлен и в виртуальном пространстве, так что его можно посетить до сих пор. Этим проектом занимается норвежская команда Пикинапа Броин, и они ставят перед собой зрителями важные для региона вопросы. Например, в этом году они задались вопросом, какая культура и способы существования необходимы в этот век дезинформации, изменений в общественном здравоохранении и предстоящих перемен. Ожидать ли нам возвращения сверхпотребления и стремительный рост экономики, несмотря на угрожающее потепление климата? Как могут эти мысли и жесты достичь местных сообществ Баренц-региона и помочь им не терять связи в будущем и так далее?
В фестивале не только музыкальная перформативная составляющая, но и выставки, дискуссии, круглые столы, вовлекающие сообщество регионов в диалог. Немного другой по форме диалог с сообществами и художниками на протяжении многих лет велся в Архангельске в рамках проекта Arctic Art North, созданный и проводимый независимым куратором и исследователем искусства Екатериной Шаровой. Екатерина и ее команда на протяжении многих лет консолидировала силы северных художников, арт-критиков и кураторов вокруг общих вопросов. Интересны статьи Екатерины о культуре Севера и издание книги «Север 2.0» об искусстве региона. Не менее интересный проект – это фестиваль «Инверсия», созданный группой независимых кураторов Friday Milk в Мурманске. Трансформировавшийся за годы существования из фестиваля современной культуры, музыкального, аудиовизуального искусства в площадку для диалога о современном искусстве на Севере. «Инверсия», по словам авторов, объединяет сообщество артистов и кураторов северо-запада России и Северной Европы в Мурманске, чтобы исследовать феномены культурной изоляции и переосмысливать традиционное негативное восприятие темноты и географической отдаленности. Это ежегодный фестиваль. В этом году он прошел под темой Северного цифрового пути со 2 по 6 февраля, организовав целых 2 выставки цифрового искусства в разных пространствах города. Планируется, что и в следующем 2023 году он также пройдет в феврале. С 2015 по 2017 год Иван Галузин, норвежский художник, который родился в Мурманске, создает международную художественную передвижную выставку современного искусства «Возвращение Красной Армии», которую показывают в 2016 году в Мурманске в галерее Ч9 и в 2017 году в Архангельске в выставочном зале Союза художников. Эта выставка переосмысливала в современном искусстве наследие Второй мировой войны. Важная тема для художника и историю северных конвоев. Сейчас художник переехал и живет в Осло. В своих работах Иван использует рисунки, поэзию, скульптуру, инсталляцию, перформансы, часто основанные на поэтическом повествовании и задействующем в себе исторические мифы. Одним из участников этой выставки был архангелогородский художник Олег Самойлов. Работающий с фотографией и тотальной инсталляцией, Олег Самойлов как самостоятельный художник, так и в составе художественных групп, например, в группе «Ракета», которая была представлена в рамках параллельной программы 7-й Московской биеннале современного искусства в 2017 году с проектом «Расширяя территории» в Дарвиновском музее. Это шведско-русская группа с ядром в лице Осы Фальк и Сьюзанны Скук построили инсталляцию в виде деревянной избы из кинозерия, привезенной во двор музея. Проблема, которую подняли художники в этой работе, это запустение в отдаленных регионах и целых областей, потеря культурных ценностей Севера и древних ремесел его жителей. В сентябре 2016 года Олег Самойлов совместно с Марией Бирюковой и Дарьей Орловой в небольшом независимом арт-пространстве «Гараж» в Архангельске создали тотальную инсталляцию «М-Макс» в 3-й степени, в которой они размышляли о разности и одинаковости существования людей и объективизации их среды обитания. Так, в экспликации к выставке они пишут: как гласит народная мудрость, сколько мха не собирай, одинакового не найдешь. Вот и мы вышли из своих квартир, побывали друг у друга в гостях и насобирали северного мха Мурманского и Архангельского. Увезли его по домам и долго любовались, а потом решили этот мох всем показать и собрали выставку. Инсталляция состояла из предметов и артефактов, рассказывающих о жизни и совместных посещениях художников друг друга. В какой-то момент продолжением инсталляции стало живое выступление архангельских музыкантов, диджитал и медиа-артефакты. Путешествие – это, конечно, очень важно, особенно на севере, с его большими расстояниями и суровыми условиями. Путешествие – это часть нашего культурного миросозерцания. Но
Я понимаю, что живя в Сыктывкаре, например, не всегда есть возможность путешествовать, но видеть и понимать искусство нужно. И нужно сказать, что у нас есть артефакты и события, связанные с искусством Баренцева региона. Например, в рамках первой Коми-биеннале современного искусства «Открытие Севера» были представлены работы Игоря Самолета и Устины Яковлевой, также связанные с Арктическим художественным форумом и упомянутых в изданиях «Север 2.0», или прошедший в сентябре 2017 года в Сыктывкаре международный фестиваль музыки и танца «Урбан Кемп» и выступление The Barents Jazz Trio в Югоре в том же 2017 году. А на совместный проект норвежского художника Скотта Тоя и сыктывкарского скульптора Макты Дараева «Скульптура несокрушимой дружбы» вы сегодня можете посмотреть в саду скульптуры Национальной галереи Республики Коми. Это лишь несколько проектов и персоналей, о которых я рассказала в рамках сегодняшней лекции. Людей и проектов, связанных с этой темой, намного больше. Поэтому я призываю всех оставлять свои вопросы, пожелания и комментарии внизу под видео. Мы обязательно на них ответим. Спасибо всем большое за внимание.